Анонс фильма BBC о малазийском Боинге, сбитом в 2014-м над Донбассом, произвел настоящий фурор в британских таблоидах и серьезных российских медиа. Несмотря на то, что сама лента выйдет на экраны только 3 мая, федеральные каналы уже утверждают: малазийский Боинг в Донецкой области мог сбить украинский истребитель ракетой «Воздух-воздух». Такую версию трагедии выдвинули британские репортеры в документальном фильме канала BBC. Версия документалистов опровергает основное мнение западных экспертов о причинах трагедии. О проекте британцев написали все, от федеральных до региональных СМИ. Кто-то использует в заголовках осторожные формулировки: «Боинг мог быть сбит Украиной». Другие более категоричные: «Боинг сбили украинские военные» и точка. Кое о чем большинство российских СМИ предпочли умолчать. Лента BBC выходит в серии «Конспирологические файлы». Она посвящена анализу популярных теорий заговора. Продюсер фильма о Боинге Майк Рудин ранее делал материалы о роли ЦРУ в падении башен-близнецов. В этой же серии был показан фильм о том, что Осама бен Ладен, возможно, жив или скончался еще до того, как его уничтожил спецназ США. То есть речь не о документальной журналистике, а скорее о развлекательной, но на это указали лишь единицы российских блогеров. Основная же часть медиа пишет о фильме серьезно. Специально для картины британские репортеры опросили сотни свидетелей. Как минимум 6 из них говорят, что лично видели, как истребитель атаковал пассажирский самолет. Кто именно интервьюировал очевидцев, российские СМИ выяснили с публикаций в британских таблоидах. Оказалось, что работал на Донбассе немецкий журналист-фрилансер Билли Сикс, тот самый, что ранее был освобожден из сирийского плена и передан России. Захваченный ранее немецкий журналист Билли Сикс был передан российскому послу. Не менее интересен еще один источник, на который ссылается британский таблоид Sunday Express. Это Сергей Соколов. Недавно он якобы выкрал секретные архивы ЦРУ о связях Браудера и Навального, а затем передал документы журналистам российского госканала РТР. Бывшему главе службы безопасности Бориса Березовского. Это было место непуганных идиотов. Впрочем, российские медиа персонали и нестыковки в сюжетах особо не интересуют. Одни, например, возмущаются возможной реакцией Украины, мол, будет много шума. Другие цитируют твиттер председателя Думского комитета по международным делам: «Запад прозревает, маски сорваны». Информационную волну подхватывают и украинские медиа. Большинство изданий четко дают понять: фильм BBC – сборник конспирологических теорий. Впрочем, это осознают не все. В результате появляются заголовки вроде «Малазийский Боинг сначала заминировали люди с ЦРУ, а потом сбили истребители». BBC реагирует на общественный резонанс и вынуждены выступить с опровержением. Таблоиды и российские журналисты все неправильно поняли. Впрочем, остановить запущенный маховик российские медиа уже не могут или не хотят. Вместо того, чтобы признать свои ошибки, пишут об ошибках британских.